Приключения нетрезвых жителей Автограда глазами сотрудников группы быстрого реагирования охранного предприятия. Разбитые стекла пекарни, попытка украсть бутылку крепкого алкоголя и родственники задержанных, нападавшие на охранника. Обо всем по порядку расскажет Рамиль Шайдуллин. Потом сядешь ты мне, если что делаешь. Вы угрожаете мне еще раз. Буквально несколько минут назад этот мужчина спокойно спал в букмекерской конторе прямо за столом. Сотрудники магазина рассказали, что он сильно перебрался алкоголем. Попытки его разбудить были тщетными. На место вызвали группу быстрого реагирования. Они помогли ему выйти из сонного царства, и мужчина кардинально преобразился. Он стал кричать на работников заведения и пытался подраться с охранниками. Успехом буйство не закончилось. Его заключили в наручники и передали в руки полицейских. А эта компания отличилась по-особенному. Родственники отправили молодого человека за дополнительной бутылкой крепкого алкоголя. Когда заметили, что он слишком долго не возвращается, решили пойти в магазин сами. Успокойтесь для начала. Зачем на сотрудника? Новый человек пришел в магазин и украл водку. Да, вы? Вот эти родственники решили его напали на сотрудника Что по закону положено? магазина. По закону положено. На ваш закон я уже положила. Отправили ли его родственники совершить кражу, или это была его личная инициатива, еще предстоит выяснить. Но в полицию они отправились и все вместе, и на патрульных автомобилях. От чего хотел этот мужчина, неизвестно. Ясно одно, он пытался незаконно попасть в пекарню. Вход сделал сам, железной арматурой разбил стекло торговой точки. Зачем разбил стекло? Стекло. В пекарне. А? Ничего не разбивал. Вину мужчина не признавал, но его колени, испачканные в крови, говорили об обратном. Я сюда пришел в гости. В гости пришел в пекарню? Пирожок хотел съесть? После попытки сбежать на него надели наручники и передали в руки полицейских. У стражей порядка к нему было много вопросов. Рамиль Шайдуллин, Нафиса Минязова, вызов 112.